время пандемии. Потому что могло ведь быть еще неизвестно как. Кто-то в чужой стране застрял, не может домой вернуться. Кто-то застрял в очень холодных городах с не очень приятной погодкой. Кто-то наоборот в хороших местах. Вот наша синагога, сверкающая на солнце. Красота. Какая она большая, красивая, новая. Какое красивое здание, шикарное прям. Мне нравятся вот эти вот маленькие ларечки. Я их просто обожаю. Пойдем поближе их всем покажем. Ух ты, какая машинка. С розовыми, как? С тюнингом, да. Интересно. Особенно мне нравится вот этот ларечек с булочками. И вот тут вот тоже продают кофе. Катер видели? Вот лично я катаю, и не просто катаю, а интересно и увлекательно рассказываю про наш город. А мы местные. А я местным рассказываю. Ясненько. Потому как у местных спросить, вот что это за здание. И местные сразу почему-то задумаются, что-то. Ну мы подумаем, конечно. Подумаем. Вот подумайте, ребята, Спасибо. 500 рублей с человека. Угу, спасибо. Вот тут такие ларечки. И продают глинтвейн. Ну, наверное, безалкогольный. Если алкогольный, то вроде как нельзя. Вот такой вот киоск. Он очень красиво задекорирован. И здесь у нас цветочки в красивых беленьких ящичках. И булочки. Такие красивые. Булочки вкусные. А мы с Владимиром Николаевичем соблюдаем и кадыши. Давайте, да, они убежали, я... 11 и 26 лунные дни. Смотрите, как мило цветут здесь цветы. Если вы приедете, простите, в Калининград, приходите на остров Канта кушать булочки. Видели там, да, все перекрыто. К кафедральному собору не пройти. Воротца закрыты, да, Владимир Николаевич? Да. Хорошо, что мы что... не пошли через мост. Да, вот я как почувствовала, вот у меня, у Владимира Николаевича очень шестое чувство хорошо развито. Но иногда стреляет и меня. И я такая говорю, нет, мы пойдем другим путем. Он говорит, окей. И у нас все получается нормально. Потому что если бы мы пошли через мост, мы бы столкнулись с большой проблемой. Ну, вы отсюда видите наш кафедральный собор, я думаю. Вот здесь у нас кованные перила. Велосипедисты. Давайте снимем наши прекрасные пейзажи. Главное не хвататься за перила. Так. Обкакали птички. К деньгам. У нас есть любимый фильм индийский, он называется «Сингам». Посмотрите, кому нравится боевик с комедией вперемешку. Первая часть крутая вообще, вторая так. Вот, ну если уж там сильно понравится, можно ее смотреть. Ничего страшного. Вот. И вот этот Сингам, мы его везде. Он настолько нас когда-то впечатлил, Сингам, что мы теперь все говорим с каким-то таким ударением. Допустим, вот к деньгам. Это очень круто. Вот тут у нас стоят кораблики, которые нам предлагали. Прогулочные катера. Вов, какашки. Какашки, Вова. Ну, бывать-то бывает. Тут вот очень красиво все устроено. И написано «Отель». У Медового моста. Вот он, Медовый мост. Вино и гриль. Не знаю, что из этого работает. Наверное, кофе на вынос. Так, идем. Замочки такие милые повешены. Ты и я навсегда. Тут у нас
Александр и Алена друг друга очень любят и поженились. А мы замочек не вешали. Вот это вот мой один из приятных таких ресторанов. Называется Мадам Буше. В который нас, наверное, никогда с камерой не пустят, потому что сейчас он вообще полностью разобран. Так, прогуливаемся. Прогуливаемся. Вот. Очень люблю, когда так декорируют вывеску кафе. Тут, значит, видите, магия кофе. Кофе здесь, я вам скажу, ну, среднего качества. И написано Инстаграм. Если вы хотите, можете поинтересоваться. Почему среднего качества? Сейчас объясню. Вот видите, на вынос можно в окошечке попросить, и вам дадут кофе. Среднего качества, потому что, я не знаю, как на вынос, но в самом кафе чашечки вот такие. Вот. И если ты любишь кофе из большой чашечки, ты будешь очень много платить. Если ты любишь кофе из маленькой чашечки, это твое кафе просто. И крепость. В маленькую чашечку, когда наливают, сами понимаете, он очень крепкий. Они его молят, там, он зерновой, хороший кофе. Вот если вы не любите там капучино, любите такой черный, эспрессо, американо, в маленьких чашечках, это просто, вот магия кофе, это будет для вас магия. Если вы, как я, любите ведро с капучино, который я делаю дома просто шедеврально, или латте, вы не туда попали просто. И вот в Калининграде, если вы хотите ведро с капучино, вам в Буше. А если вы хотите маленький, черненький, то вам магию кофе просто. И знаете, вот я заметила такой небольшой закон подлости. Если ты любишь тот вид кофе, ты попадаешь в другой ресторан. Если ты любишь первый вид кофе, ты попадешь опять не в тот ресторан. Да, это закон подлости или закон Мерфи. Да. Мерфи. Видимо. Видимо, это про Мерфи. Погода хорошая. Замечательно. Меньше ветра. Он есть, конечно, но его немножко меньше. А еще есть здание, которое сейчас на реставрации. Нам нужно уже, наверное, с тобой поискать какую-нибудь ловчонку, продезинфицировать ее и посидеть. Есть вариант здесь посидеть сзади. Но здесь солнце палит на Пойдем человека. в гостиницу тогда. В гостиницу. Вот на левой, с левой стороны возле парка. Возле А моста. там есть лавочки? Да. Ну, я не припомню, но пошли. Конечно, нет проблем. Шикарный вид. Давайте немножко погрузимся в атмосферу Калининграда. Рыбные деревни. Да. Вот так вот очень красивый вид открывается. Если ветер мешает, убавьте звук, пожалуйста. И просто наслаждайтесь видами. Пошли искать лавочку. Кстати, я сейчас вот иду с камерой, да, и у меня есть ряд людей, которые мне в этот момент пишут, просят с ними пообщаться, уделить им время, внимание, позаботиться о них. Я дико извиняюсь, но когда у меня в руках камера, мне очень сложно это делать. И как только я смогу вам уделить время, я, конечно же, сразу же буду на связи. Сразу же.
Это для тех, конечно, это сейчас не в режиме онлайн, но это для тех, кто часто бывает пишет мне, а я не могу ответить. Я в этот момент либо снимаю онлайн-гадания, либо свои прогулки вот эти, которые позволяют погрузиться в Калининград, ну или в другие места, где мы путешествуем, в атмосферу, да, потому что многие люди очень хотят поселиться здесь, очень хотят жить здесь. И для них это важно, посмотреть это видео. Важно узнать, как здесь живется. А здесь прекрасно живется, я вам скажу честно, для любого человека практически, кроме людей, у которых бронхолегочные заболевания. Причем, я еще раз подтверждаю, что мой сын, он болел астмой очень сильно. И когда он сюда переехал, ее как отрубило. Но не факт, что вам повезет так же. То есть климат явно влажный. Но моему сыну перемена климата просто вот как ребенку, подростку, да, очень помогла. Но что? Лавочки есть, но... Все? Да я думаю, что может какая-то свободна. Пойдем поближе, подойдем, посмотрим. Это. Ну сейчас узнаем. Если нет, мы вот тут вот улицей пройдем, может там что-то будет. Вот тут такой вот маленький скверик. И все люди тут сидят, вот, отдыхают. Цветочки, растения всякие, деревья такие красные, клены. Круто. Ну, пойдем дальше. Ну, вообще у нас ландшафтный дизайн на высшем уровне, конечно. Не хуже Москвы, не хуже. Москва, да, там стараются. Не как в Санкт-Петербурге. В Москве стараются сделать хоть какое-то озеленение. Сделать красивые места, зеленые места. Но, конечно, там тоже с зеленью не очень. Но лучше, чем в Санкт-Петербурге. Напишите, какие еще крайне незеленые города вы видели в России. Это очень интересно для меня. Я сама очень много жила в Екатеринбурге. И там с зеленью порядок. То есть, несмотря на то, что это Урал, столица Урала, я ездила также в Пермь. Там вообще все зеленое. Ездила в Челябинск. Нормально. Вполне. Ну и также я была в Казани. Это просто зеленый город. Конечно, не, меньше зеленый, чем Калининград. Я еще раз говорю, зеленее Калининграда вообще ничего не видела, никого, нигде. Вот. Но все-таки, да, Казань тоже в хорошем таком положении в этом плане. Потом, что у нас еще? Где мы еще были? В Смоленске. Ну так, нормально, средне. В Белоруссии были много где. В Минске. Еще где-то были, в Витебске, там еще рядом где-то в городах. Тоже все нормально с этим. А здесь прям очень круто с этим. И вот кроме Санкт-Петербурга, какой еще город вы видели лысенький? Лысенький город. Или, может, защитите Санкт-Петербург. Скажите, нет, он не лысенький. Я же там была один раз вот в ботаническом саду Петра Великого. И там было не лысенько, все было в растениях. Но ботанические сады мы не трогаем. Мы можем говорить тут только о самом городе, об улицах города, особенно центральных. Нет нигде лавочек. Сейчас вот сюда вот пройдем, мимо этих зданий. Может быть, там просто есть мужчина с обезьяной. Помнишь его? Может, он свободен для посещения сегодня. Пахнет скошенной травой, видимо, недавно где-то траву косили. Ну вот, видимо, очень это пахнет хорошо. У меня один из любимых ароматов – это аромат свежескошенной травы. Но на первом месте у меня это сандал, конечно. То есть я покупаю палочки с сандалом, и все. И кто-то курит, кто-то пьет, а я нюхаю палочки с сандалом. Мы нюхаем. Сын у меня фукает, ходит, а Владимир Николаевич тоже просто рад. Просто кайфует от этого, как я. У нас вкусы в этом плане совпадают, конечно. Вот. Шкиперская гостиница, 2007 год.
Вчера мы очень много обсуждали про принятие, ситуацию принятия. И даже был такой момент, что мы включили одну девушку на YouTube, ну тоже из наших любимых блогеров. Одна наша любимая блогер пришла в гости к девушке, к одной, которую она часто снимает. И, в общем, они начали обсуждать тему Бога, говорить про Саи-Бабу. Это индийский святой, которого почитает Владимир Николаевич пуще всех. Ну, он мой учитель. Да, он его учитель. Вот смотри, сколько лавочек. Вот пошли на скамью влюбленных. Не хочешь? Ну или туда еще пойдем, сходим, посмотрим. Раз... Здесь? Ну пошли, присядем. Вот. Так, а что насчет чистоты этой лавочки? Давай, вытаскивай. Тут кто-то вот сигарет наложил, Вов. Мы не будем их курить. Не будем курить сигареты эти? Ладно. Видите, мы специальный спрей используем. Спинку тоже, пожалуйста. Чтобы продезинфицировать, потому что мы никогда уже сейчас не будем прежними. Ну, конечно, это может быть казаться избытком, но знаете как. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Есть такая поговорка. Да. Несложно это сделать. Да, и вот, в общем, они затронули тему Саи-Бабы, тему Бога. И девушка Даша, она начала зачитывать 10 заповедей Саи-Бабы. Ну, по сути, 10 заповедей Бога, да. То, что он говорил как аватар Бога. И она зачитывает, говорит о том, что нужно доверять Богу. Говорит о том, значит, в этих заповедях, что если у вас есть какая-то проблема, отдайте ее Богу. Напишите ему письмо, расскажите о своей проблеме и попросите, чтобы он ее решил. Просто передайте ему доверие, контроль этой проблемы. Чтобы он ее проконтролировал, чтобы он ее решил, эту проблему, чтобы он все сделал за вас. Потому что, по сути, Бог все и так делает за нас. Просто мы это всегда принимаем на себя. Мы думаем, что это мы такие герои. На самом деле нет. И, значит, она зачитывает и говорит 8. Наверное, это самая важная заповедь. И говорит слово первое. Терпение. И представляете, у меня на шкафу стояла и стоит до сих пор ваза. Ваза с веником сушеных цветов. А рядом с этими сушеными цветами натолканы сушеные бутоны роз, которые никак не могли оттуда выпасть. Вообще никак, 100%. И знаете что? При слове терпение выпадает роза оттуда. Бутон красивый, розовый бутон сушеной розовой розы. Я была просто в таком диком удивлении, потому что она не могла оттуда выпасть. Она достаточно тяжелая, ее даже ветер, ну... Да не было ветра в ком. Сквозняк могло бы поднять, но по сути не было ветра, все окна, двери закрыты были. Да, я плакала. Движение воздуха. Я не смогла сдержать слезы, я поняла, что это не случайно. Эти 10 заповедей мне безумно понравились. Про терпение хочу так сказать. Там была такая речь, смотрите, что если Бог за 6 дней создал небо, землю, людей, вы думаете, Он всегда торопится при исполнении ваших задач, желаний? Нет. Иногда все делается ровно в тот срок, какой оно должно прийти в вашу жизнь. И никак иначе. И если вы что-то загадали, попросили, очень торопитесь, и это никак не сбывается, просто знайте, что просто не время этому, что Бог все сделает, Бог над этим работает, Бог трудится над этим, но Он сделает это просто немножечко позже, помните это. И вот это было так интересно, потому что мы-то тоже ждем, когда визы начнут открывать, когда границы откроют, когда мы сможем ездить, путешествовать, потому что для нас это важно, чтобы мы путешествовали, потому что мы любим путешествовать. И все это никак не открывается, да, и мы такие вот, и нам вот такое послание. Я не знаю, но это чудеса с этой выпавшей розой, просто я прям плакала, потому что это для нас вот очень сердечно все, очень интересно, и каждый день какое-то чудо случается.
Я очень благодарна Богу, что Он дает мне знаки. И я думаю, что каждому из вас Он дает знаки. Просто кто-то из вас их видит, читает, думает о них, а кто-то нет. И я вас призываю, что нужно читать эти знаки, нужно их воспринимать. Да. Ну, а мы теперь пойдем дальше. Я думаю, что на сегодня мы уже наснимались. Мы вам показали, как живет сегодня остров Канта. И думаю, что наша прогулка завершается. Всем пока!